Эти скамейки не дизайнерское решение архитектора, а элементарное отсутствие воспитания и уважения к общественному имуществу. Проделки хулиганов не иначе как вандализмом не назовешь, с негодованием делится Зарема Яндиева. Здесь, в поселке Юбилейном, она живет 5 лет. Эта аллея ее любимое место отдыха. Однако, благодаря таким дизайнерам, тут скоро и сесть негде будет. Скамеек было очень много, особенно учитывая вот по этой стороне, прям до конца аллеи они у нас были установлены. Но суть в том, что, как мы видим, все это было сломано, переломано, и администрация тоже с этим вроде бы пыталась бороться. Но я не знаю, либо это в темное время суток происходит, когда так вот, если мы видели что-то, мы, конечно же, делали замечания. Но, опять-таки, проконтролировать это до конца жители не могут. Разрушенные скамейки, разбитые фонари, поломанные качели. Регулярный мониторинг муниципальных властей и выявляет такие неприглядные действия. Возмещать ущерб от любителей портить облик города сотрудники местной администрации уже устали. Только осенью прошлого года в Назрани провели ремонт всех общественных территорий, пострадавших от рук таких нарушителей. Восстановлены столбы освещения, восстановлены скамейки, которые были поломаны. Также пересаживаем деревья, которые они сломали. Вот так приходится восстанавливать, решать проблему. Также мы просим у подрядчиков, которые делали данную работу. Они не должны это делать, но все-таки из-за того, что это наш город, мы пытаемся держать его в соответствующем состоянии. В рамках проекта «Комфортная городская среда» в Назрани благоустроено около 30 общественных территорий. В этом году запланировано еще 4. Все они приведены в порядок по просьбам самих жителей. Так зачем портить парки, аллеи, скверы, для благоустройства которых вложено столько сил и стараний? По предположениям муниципальных властей и местных жителей, хулиганят подростки. Молодежь, которая у нас живет в нашем городе, которая не обеспечили необходимым воспитанием. Это нельзя назвать, что адекватный человек, адекватная личность может такое сделать. Хотелось бы попросить наших родителей, наших старших, чтобы они вели профилактическую беседу со своими детьми. Тут речь даже не только о скамейках, да, которые у нас в парках, или о качелях, которые там на заводе у нас тоже проблема возникла с ними. Тут еще даже элементарный мусор. То есть ребенок идет, даже возьмем маленьких детей, бросают, идут дальше. И, соответственно, наверное, замечания не получают от своих родителей. Они привыкают, в дальнейшем это уже выливается совсем в другое и приводит вот к таким последствиям плачевным. Поломанный спортинвентарь, подожженное антирезиновое покрытие, порванные сетки в воротах, свой след бескультурья вандалы решили оставить и в Карабулаке, на одной из спортплощадок. Ее построили в рамках комфортной городской среды 2 года назад. При проведении мониторинга состояния тех объектов, которые у нас здесь благоустраиваются, периодически и наблюдается такое грубое отношение, вандальное, можно сказать, отношение к тем объектам. Зачастую ломается спортивный инвентарь, ломаются ограждения, скамейки, урны, оставляют за собой мусор. Это дополнительные расходы, которые у нас не предусматриваются. Я так предполагаю, бюджет у нас не сможет вот это все осилить. Это уже нам надо будет искать какие-то внебюджетные источники, каких-то там людей, которые готовы профинансировать и восстановить это разрушенное оборудование. Сотрудники мэрии проводят регулярные опросы населения, чтобы найти виновных, подключая и правоохранительные органы. Чаще всего такое происходит в темное время суток, поэтому узнать, кто портит спортивное оборудование, практически невозможно. Таких конкретных случаев, чтобы установили, нет, и правоохранительных органов тоже как бы эти материалы остаются не закрытыми, если сказать простым языком, висяки остаются. Соответственно, мы так в таких... с участковыми полномочиями на постоянном контакте ведется опрос населения, кто что, вы, наверное, тоже понимаете, что никто, даже если кто-то и видел, не дают свидетельские показания. Быть бережливым к красоте своего города и края призывают и сами жители, тем более, когда все делается для нас же самих. Я призываю нашу молодежь, нашу общественную, беречь и наоборот приумножать, стараться, помогать государственному, правоохранительным органам не допускать подобные вещи и самим не делать вот такие неблаговидные поступки. Наоборот, проявлять в высшей степени законопослушие. Если у нас не будет бережного отношения к тем объектам, которые создаются для
наших горожан, для наших жителей. Если каждый будет к этому относиться бережно, соответственно, у нас как бы не будет и развития. Главное не построить. Построить, да, в части наших обязательств мы максимально стараемся создавать все необходимые условия. Но если каждый не будет бережно относиться к той инфраструктуре, которая создается, то у нас как бы перспективы очень мало. Мириться с актом вандализма муниципальные власти не намерены. Так, в Назрани скоро установят камеры видеонаблюдения. Ими будут оборудованы все зоны отдыха. Нарушители будут выявлять, а материалы направляться в правоохранительные органы. Дана Плиева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.